первую очередь, техника безопасности у нас должна быть на первом месте. На полировальника без очков я никого не вижу. Все работают. Одевайте, мойте респиратор. Так начинается каждое занятие у студентов Алексея Шахназарова. Ювелирное дело требует максимальной сосредоточенности и знания техники безопасности. Именно поэтому среди учеников мастера много девушек, около 40% от всего потока. Эту работу мы будем его обрабатывать, да? То есть сейчас мы это выпилили, теперь надо будет нам к нему ран, правильно сделать? Все. Вот и Анна Мухина пришла поступать на ювелирное дело вместе с подругой. Девушка рассказывает, если бы не помощь однокурсников и преподавателя, давно бы уже отказалась от профессии. Сначала я вообще не знала, что мы здесь будем работать, именно изготавливать. Представления не особо имели. Когда уже приехали сюда, поступили, потом уже начали узнавать. Сначала было сложно и понимать все это, как делать, и физически сложно, мальчики нам помогали. В ювелирном деле самая сложная и в то же время ответственная задача – это плавка или пайка изделий. Здесь важно не только контролировать силу пламени, но также нужно соблюдать технику безопасности. Все равно делаешь тоненькими эти кончики. Старайся, я говорю, потолще там, чтобы они в конце подходили до у тебя. Алексей Шахназаров рассказывает, только в курсе на втором становится понятно, кто из учеников станет ювелиром. Но в любом случае своим студентам он старается уделить примерно равное количество времени. Но без любимчиков не обходится. Я ему более сложные задания могу дать, этому ученику. Ну, может, это и неправильно, но ему больше времени уделю. Хотя это неправильно, да. Уделяю всем одинаково, но им побольше надо. Потому что снег бой. Самыми талантливыми из своих учеников Алексей гордится. Хватит и одного взгляда на поделку, чтобы вспомнить, кто именно ее мастерил. Но и своих изделий у него немало. Работает в любой технике, в том числе Алексей один из немногих в городе, кто специализируется на горячей эмали. А это высший уровень ювелирного мастерства. Однако хвалить себя мужчина не любит. Я считаю, что мне многому учиться надо. Ювелир, если он скажет, что я все профессионал, это уже не ювелир. В общей сложности Алексей 40 лет в ювелирке. Из них 14 отдал преподаванию. Но сейчас не может представить себя ни без одного, ни без другого. 50 на 50. Мне нравится очень обучать ребятишек, которые хотят изучить эту профессию. Ну и мне самому тоже нравится работать. Отдельно без них уже. Мне понравилось с ребятишками работать. Хотя я думал, где преподавание, это две разные вещи. Я думал, я не справлюсь с этим. Но получилось так, что мне понравилось. Я остался здесь.